И теперь этот отец говорит, вот мой сын, как начал совершать намаз, он стал плохим, он не слушается меня. Он не слушается меня, он упрекает меня. Ислам это не то, что мы говорим. Ислам это как мы себя ведем. Мы должны своими деяниями, своими поступками показать красоту ислама. Каждый человек, кто уже себя предписывает к религии ислам, что он мусульманин, носит тюбетейку, носит хиджаб, носит бороду, скажем, исламскую атрибутику, показывает себя мусульманином, он уже является носителем религии ислам. И он уже на нем возлагается обязанности. Он должен соответствовать этому имиджу, этому имени ислам, этой форме, которую он одел. И он должен понимать, что на него не смотрят как просто на простого человека, а на него смотрят как на носителя религии и ислам. Вот то, что самое главное, мы должны это понимать. Поэтому вот сегодня та молодежь, которые соблюдают религию ислам, совершают намаз, ходят в мечеть, носят бороду, носят тюбетейку, наши сестры, которые носят хиджаб, они должны понимать, что на нас ложится большая ответственность как носители религии ислам. Мы не имеем права делать те вещи, которые обычные люди могут себе позволить. Потому что когда я обычный человек именем Мухаммад, скажем, совершаю какое-то деяние, люди могут сказать, да, это Мухаммад совершил. Но если я ношу тюбетейку, бороду, исламскую одежду, скажем, атрибутику, форму, на меня уже Мухаммад не скажут. Мне скажут, религиозный человек, мусульманин так поступил. Но имеем ли мы право поставлять религию ислам, такую религию, которую сам пророк, алейхиссалату вассалам, с собой жертвовал ради религии ислам, с собой жертвовал, чтобы на него хоть слова не говорили, чтобы показать красоту ислама. Имеем ли мы сегодня право, чтобы из-за наших поступков на религию ислам что-то, хотя бы черное пятно было? Конечно, мы не имеем на это права. Мы должны это понимать. Был такой случай из моей жизни, моей истории, из моей практики. Один сын, он хороший, послушный сын, слушается своих родителей, отца. Да, конечно, как из нас и многих родителей, которые не совершают намаз, не соблюдают религию ислам, могут как-то выпить или какие-то еще грехи совершить, покурить. Вот. Сын, он слушается своих родителей, ведет хороший образ жизни, но он не соблюдает пока еще религию ислам. Через некоторое время, да, имамы говорят, вокруг братья, которые ему говорят, надо соблюдать религию ислам, надо намаз совершать, и он потихоньку начинает совершать намаз. Ходит в мечеть на пятничный намаз, слушает проповеди имама, и он приходит домой, и потом говорит отцу, отец, не кури, отец, не пей, отец, намаз делай, как-то чуть-чуть таким уже тоном грубым. Но он не понимает, что отец у него вырос в такое время, когда не говорили о религии ислам, не исповедовали, запрещали религию ислам. И то, что он сегодня в таком время родился, где свободно про религию говорят, то, что он может свободно исповедовать, то, что отец, у него вообще другое время было, период. И теперь он так ведет себя, постоянно говорит отцу. И теперь этот отец говорит, вот мой сын, как начал совершать намаз, он стал плохим, он не слушается меня. Он не слушается меня, он упрекает меня. А когда он не совершал намаз, он слушался меня, был хорошим, послушным был. Вот теперь подумайте, братья, вот этот человек, который недавно начал намаз совершать, соблюдать религию, вот те слова отца, который говорит, то, что до совершения намаза он был хорошим, а как начал намаз совершать, он стал грубым, непослушным. Вот этот момент теперь, как можно сказать? Он этим хочет как показать свое геройство перед отцом, говорит ему намаз совершай, или этому он религию подставляет. Наоборот, если я совершаю намаз, соблюдаю религию ислам, пришел в ислам, я же должен еще лучше относиться, еще лучше себя вести, чтобы отец увидел меня, то, что я совершаю намаз, чтобы он сказал, вот, машаллах, мой сын, ты начал намаз совершать, или другим своим друзьям сказал, вот мой сын начал совершать намаз, и он еще лучше меня слушается, еще лучше повинуется, у него характер изменился. Этим показать своим примером красоту религии ислам. То, что религия ислам повлияла на нас наилучшим образом. Поэтому ислам это не то, что мы говорим, ислам это как мы себя ведем. Поэтому, дорогие братья и сестры, молодежь, мы
если соблюдаем религию ислам, мы должны своими деяниями, своими поступками показать красоту ислама. Человек, который не соблюдает религию ислам, начиная с наших родственников, друзей, чтобы они, смотря на наше поведение, говорили: машалла, это ислам его таким воспитал, это ислам из него такого сделал. Машалла, я тоже хочу научиться совершать намаз, соблюдать пост, я тоже хочу прийти в ислам, обучи меня тоже намазу. Даже когда вот наши ребята выходят за пределы Дагестана и дальше, когда они идут туда, они представляют нашу родину, малую родину Дагестан, они представляют религию ислам. Поэтому им непозволительно показать родину нашу религию с плохой стороны. Они должны понимать, что за каждое их действие они жертвуют своей религией и своей родиной.